В то время, когда все готовятся к встрече Нового года, сборная Ингушетии по легкой атлетике неустанно готовится к покорению очередных своих пьедесталов. Из нашей сегодняшней передачи вы узнаете, что за турнир их ожидает и в какой кондиции подходит к нему наша сборная. Подготовка проходит по заранее намеченному плану. В конце года у нас на традиционных базах Республики Ингушетия стартовали тренировочные мероприятия, которые стали первым этапом централизованной подготовки к новому сезону. Спортсмены постепенно начинают набирать форму, и тренировочный процесс идет плодотворно. Сборная Республики Ингушетия примет участие в первенстве и чемпионате Северокавказского федерального округа по легкой атлетике, которые пройдут в городе Волгоград в середине января 2019 года. В составе команды 7 спортсменов. Наши легкоатлеты представлены в беговых дисциплинах. Особые надежды, как всегда, тренеры связывают с эстафетой и выступлениями лидеров сборной. Ждем мы мастера спорта Кослоев Рашид. Я думаю, что это произойдет именно там. Хотя не люблю заранее об этом говорить, но все от Аллаха. И на 60 метров также мы планируем Манкиев, кандидата в мастера, должен выполнить. И 200, также норматив кандидата в мастера спорта у Манкиева. Ну вот эти два спортсмена, на которых мы возлагаем надежды. Главный тренер ингушских легкоатлетов убеждена, что в Волгограде следует ожидать завоевания 6 медалей разного достоинства. При этом наставник резюмировала: «Мы не в состоянии охватить все виды легкой атлетики и объективно не можем, в частности, бороться в состязаниях по метанию и прыжкам. Поэтому спортсмены сосредоточены на своих сильных сторонах – выносливости и скорости». Готовимся мы сейчас, я готовлюсь лично сейчас пробежать зимой 60 и 200 метров в закрытых помещениях плюс соревнования. Поэтому в закрытых помещениях только можно 60 и 200 метров бегать, спринтером именно. Готовимся сейчас, наверное, предсоревновательный период у нас. До этого был подготовительный, тренировки были тяжелые, улучшали свои скоростно-силовые качества. Бег по дистанции улучшили, несомненно, это видно и тренерам, и нам тоже заметно это. Также поработали над координацией, ну и над взрывной силой немного улучшили также. Какой результат ты ожидаешь показать и что для тебя важно, самоучастие или все-таки победа? Результат я хочу этой зимой показать, несомненно, очень хороший. Приблизиться хочу к мастеру спорта, ну и даже выполнить норматив мастера спорта России. Ну а так, наверное, закрепить свой кандидатский результат, кандидат на мастера спорта на 60 метров, ну и на 200, наверное, также попробовать себя. В принципе, я готов к тому, чтобы именно победить в этих дистанциях, а не просто принять участие. Поделись планами, намерен ли ты дальше продолжать служить королеве спорта, или все-таки у тебя есть какие-то другие перспективы? Планы на данный момент сейчас осуществить то, что я сказал ранее, а после, наверное, выступать на чемпионате России, который вот не за горами тоже в феврале будет. Ну и там показать хороший результат, может быть, даже потягаться за призовые места. Также планирую дальше выступать, брать мастера спорта, может быть, даже международника. И в сборную России хочется попасть так-то. То есть ты не собираешься сворачивать с этого пути легкой атлетики и намерен добиться всевозможных регалий? Да, можно и так сказать. Хочу показать результат, допустим, и на 60 метров, может быть, даже, ну, есть такие планы. Хочу показать рекорд России на 60 метров. Легкая атлетика – один из самых красивых видов спорта. Бег, прыжки, метание способствуют развитию красивой осанки, равномерному развитию мышечного корсета и хорошему здоровью. Недаром легкую атлетику называют королевой спорта. Большие надежды Федерация легкой атлетики связывает с созданием современных баз подготовки легкоатлетов. Теперь у нас в перспективе строительство стадиона мирового уровня. Не могу сказать, что мы прогрессируем в плане того, что
условия у нас, конечно, вот вы сами видите, наблюдаете, минусовая температура, и мы ведем подготовку к такому ответственному мероприятию. И дело в том, что у нас спринтера, и максимальная скорость, она не может быть развита и выработана на скользкой дорожке. Мы неоднократно обращались с этим вопросом, но нас не слышат, хотя мы из года в год прогрессируем, результаты сами за себя говорят. В плане того, что количество в команде людей прибавилось, мы сделали набор школьников, вот у нас ряд школьников, которые с интересом начали заниматься этим видом и втянулись, можно сказать. Мы возлагали большие надежды и на дворец спорта, были уверены, что как-то нас не забудут, и учитывая, что мы ограничены в условиях в закрытом помещении, но как-то этот момент был упущен. В данный момент, то, что касается нового стадиона, к нам обращались, где нам лучше обустроить беговую дорожку, сколько метров и так далее. Ну, посмотрим. Были бы внедрены, то есть для всех тех видов, которые включены в легкую атлетику, это нужны сектора. Сектора такие, как прыжок для шеста, прыжок в длину, площадка специально оборудована для прыжка тройного, метание, толкание. Их очень много, огромный арсенал видов, но мы, к сожалению, ограничиваемся только несколькими из-за отсутствия условий. Воспитанники Ингушской легкоатлетической школы, пройдя заключительную контрольную тренировку перед чемпионатом СКФО, оставили довольными своих наставников. Как всегда, в прекрасном боевом настроении находится неоднократный призер и победитель ЮФО и СКФО по бегу на дистанцию 60 и 200 метров Рашид Костоев, который отправится в Волгоград за новыми рекордами и личной победой. Мы сейчас готовимся к зимнему старту, который пройдет в Волгограде в конце января. Готовимся хорошо, планируем показать хорошие результаты. Результат кандидата в мастера спорта хочу показать там и подойти близко к результату мастера спорта. Думаю, у нас все получится, мы готовимся. Сначала мы это сделаем. Мы поставили задачу с ребятами показать результат кандидата в мастера спорта. Думаю, мы покажем. Выступим хорошо там. Почему ты все еще занимаешься легкой атлетикой? Ну, я хочу выполнить, наконец-то, результат мастера спорта. И если получится, дальше заниматься и добиться еще высоких результатов. Я не могу просто так бросить спорт, который я начал, не добившись каких-то результатов. Хочется что-то добиться в этом спорте, хотя бы мастера спорта. Ну вот, моя цель, самое главное. Но не весь тренировочный процесс зимний период проходит на стадионе. Заключительную фазу занятий легкоатлеты проводят в манеже, в котором отдают последние оставшиеся силы. В Ингушетии нет современного легкоатлетического манежа и полностью отсутствуют условия для тренировок в технических видах легкой атлетики. Материальная база значительно отстает от большинства регионов, и в федерации многое держится на личном энтузиазме тренерского цеха. В этих непростых условиях президент федерации и главный тренер делают все возможное, чтобы легкая атлетика в регионе развивалась, о чем говорят успехи спортсменов. Самоотверженный труд позволил добиться значительных успехов в соревнованиях различного уровня. Успешные выступления на престижных северокавказских и всероссийских стартах позволяют надеяться на дальнейшее воспитание спортсменов высокого класса. В нашей группе у нас пополнение хорошее. К нам прибыло несколько хороших, очень перспективных ребят. Обычно в это время нашу группу покидали
с тем, что на улице похолодание, заниматься холодно, помещения. Раньше у нас не было, но сейчас помещения хорошие у нас, вот как вы видите. Ожидаем, мы ждем результатов очень хороших. Все в руках Аллаха, но мы надеемся на хорошее выступление наших ребят Манкиева Рашида и Кастуева Рашида. Они должны показать хорошие результаты, и Мальсагов Ильяс должен показать хороший результат в своем возрасте. И думаем пробежать эстафету 4 по 200 тоже мы должны. Ребята, которые вновь прибывшие ребята наши, и ребята, те, которые занимаются уже несколько лет, те ребята, которые несколько лет занимаются, они-то уже заболели этим видом спорта и заразили тех молодых пацанов, которые к нам сейчас пришли и с удовольствием занимаются. И я бы хотела пригласить ребят заниматься в нашей группе. Я думаю, если они придут, им понравится, и они останутся заниматься. Все-таки легкая атлетика – самый главный вид спорта. Королева спорта – легкая атлетика. Не зря же говорится так. В составе нашей сборной 2 спортсмена – победители-призеры первенства Ингушетии. Эти медали стали неожиданностью не только для самих юных атлетов, но и для старшего тренера сборной. И в настоящее время воспитанники Ингушской школы легкой атлетики продолжают радовать поклонников королевы спорта своими успехами. И перед юными легкоатлетами Ингушетии поставлена задача – выход в финал и победа. В позапрошлом году я выбежал 32 секунд, сейчас в этом году 26-56. В будущем соревновании я улучшу свой результат. Это моя цель. Почему эти соревнования, к которым вы сейчас готовитесь, так важны для тебя лично? В этом году я участвовал в республиканских соревнованиях и побежал 400 метров. Я получил 2 место. Сейчас хочу пойти на соревнованиях и побежать показать максимум результат.